Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 21 июня, и мы в этот день прибыли в Завьяловский район, деревню или село Гальяны. Здесь есть уникальный музей краеведческий, и в этом музее директором является Маргарита Васильевна Соковикова, которая рядом со мной стоит. Мы продолжаем исследование исчезнувших деревень для нашего сайта. И в этой нашей поездке с нами будут местные краеведы, а вначале представим слово нашим ученикам, которые здесь тоже работают по этим деревням. Здравствуйте! Вас приветствуют активисты Гальянского школьного музея памяти большевиков. Тенсин Илья И Коровина Полина. По данным нашего музея, список несуществующих селений гальянского образования насчитывает 14 деревень. Бахилы, Мерзляки, Дуванак, Ильин, Кириллов, Ключ-Гремихи, Кочнев, Анисимов, Северухи, Токмачи, Шутемы. коммуна Красный Маяк. Исследовательскую работу по изучению исчезнувших деревень проводил ученик 11 класса Шагалов Александр. В ходе исследования были выяснены интересные факты, такие как Большинство жителей деревни Шутемы носили фамилию Ломаева. в селе Мерзляки – Мерзляковую, В селе Кочневы – Кочевы. в деревне Бахилы – Чукавины. В деревне Паухи – Лагуновы. Интересные воспоминания о истории своих деревень нам рассказали уроженцы Шутем Ломаева Людмила Михайловна и Чуракова Алевтина Александровна. Замечательно. Ну, сейчас поедем по этим деревням, посмотрим, как там сейчас. Есть ли там какие-то строения, деревья или что-то еще. Мы стоим на улице бывшей деревни Северуха. Об этой деревне нам расскажет Тенсин Аркадий Александрович. Он бывший ликвидатор аварии на Маяке, экс-директор совхоза Докшинский. Аркадий Александрович, где мы сейчас стоим? Расскажите нам, пожалуйста. Мы находимся сейчас на северные Мерзляки. С этой стороны вот Северуха, а за речкой, за родником Северные Мерзляки. Это был отдельный колхоз имени Халтурина. Председателем колхоза был мой сосед Михаил Иванович Усегов. Он участник войны, инвалид, пришел раненый. И нас иногда покатывал на лошадку. У него лошадь была Ермак. Ермак. Хорошая лошадь. Он нас до мосту довезет, а мы бегом обратно. Аркадий Александрович, а деревня большая была? Сколько примерно домов тут стояло? Домов 30 Северуха и домов 20, наверное, Северные Мерзляки. Ну, школы, наверное, не было, да? Школы не было. Все школьники ходили в Докшу. А до Докши сколько отсюда километров было? Дорога была вдоль речки 1,5 километра. Ну, недалеко, не больше. Недалеко, да. Не больше. Магазин был, нет? Магазина не было у них, ни магазина, ничего нет. Склады были, где хранили зерно. Значит, впоследствии, когда они вошли в колхоз 1 мая Докши, здесь кормили телят. 2 корпуса были для молодняка. А когда примерно деревня исчезла? В какие годы? Вот не помните? Помню я. Значит, я пришел из армии в 60-м году. В 61-м году работал трактористом. В 61-м году мы перевезли целиком из Северухи 2 дома. Курсакова Владимира и Жернакова Гаврила. Дома не разбирали, делали, значит, подставляли бревна, зачесывали с одной стороны. Волокли, да? Да. И 3 гусеничными тракторами, только от в огородах они буксовали, я на бульдозере разгребал чернозем этот до плотной земли. Тогда 3 тракторами возили эти, не разбирая. А куда возили? В Докшу. В Докшу? В Докшу привезли. А из северных Мерзляков
там нельзя было через речку, там дома разбирали и целиком разобрали дом кузнеца Безносова Василия Константиновича, участника войны тоже, и перевезли в Докшу. Он построил дом и жил в Докше, работал в кузнице до конца. Спасибо большое. И вот мы приехали на новое место. Это место, где была раньше деревня Гремиха. А в настоящее время вот по имени этой деревни здесь находится огромное большое Гремихинское месторождение. Потом мы покажем вам это месторождение. А об этой деревне нам расскажет Аркадий Александрович, вам знакомый экс-директор совхоза Докшинский. Аркадий Александрович, что об этой деревне вы помните? Ну что, значит, Гремиха первая была ветряная мельница здесь. Мы даже из Докши люди привозили зерно, мололи муку здесь. А в 1957 году я работал в МТС, Завьяловском МТС Гальяны. Мне дали новый комбайн силосный. Я убирал кукурузу в этом хозяйстве, колхоз «Перелом». Кукуруза плохонькая была, но быстро мы убрали здесь, за неделю кукурузу убрали. Сколько примерно домов здесь стояло, Ну, Аркадий Александрович? Домов, наверное, 45 здесь было. Да, много. Да, много, 45. Школы не было, наверное, да? Школы не было. Школа была только в Докше. Все гремихинские ученики в Докшу. Начальная эта школа, была, наверное, начальная школа, а Средней не было, да? 5, 6, 7 класс это в Докше. В Докше тоже только начальная сначала была. А 5 класс открыли, когда я 4 класса кончил. 5 открыли, потом 6 и 7, и вот так и 7 лет в Докшинской школе проучился. А когда примерно деревню ликвидировали? Да я точно не Нет, могу вам примерно. сказать, но... 10-е годы, да, наверное? Да, в 60-е годы, где-то, может, 61-й, 62-й год. Ну, политика неперспективных деревень, да? Неперспективной деревни. Далеко, поэтому... И открыли вот здесь нефтяники, когда экспедиция была, открыли месторождение, вот она и распалась. А куда Докшу они не переехали, наверное, в Казмаску, Завьялово или куда. А в Докшу Гремихинской не было, не переехали. В Гальянах, наверное, некоторые. Может быть. Так, экспедиционные исследования по гранту Русского географического общества продолжаются. И мы приехали на новое место. Это бывшая деревня Шутемы. Об этой деревне нам расскажут местные краеведы. Это Алевтина Алексеевна Ломаева, Александровна Ломаева, которая справа от меня стоит, Людмила Михайловна слева и Галина Васильевна Ломаева. И также добавит кое-что Валентин Александрович Макаров. И начинаем, Валентина Александровна, Алевтина Александровна, давайте начните. Так, я расскажу сейчас из нашей хорошей деревни. Очень хорошая деревня была у нас. Одна улица была у нас. По ту сторону и по эту дома. Сколько примерно домов было? У нас 40 домов было. Да, 40 домов. Хозяйств было 40. Речка у нас очень хорошая тут текла. Пруд у нас отличный был. Мельница. Мололи муку. Все там пользовались. Ну, все округа сюда ездили молоть и пользовались. Поля были очень хорошие, все обрабатывалось. Очень хорошая деревня была. А потом... Школа была здесь? Школы не было. Школа Куда была ходили? до 4 классов, да, 4 класса. А потом Гальяну. Так.
что еще сказать? Людмила Михайловна, ну что добавить? Ну, у нас был очень хороший животноводческий комплекс. Да. Были много коровники, овцы, свиньи, куры, пчелы. Вообще, вот это хозяйство у нас было очень сильное. Считалась деревня вообще хорошая. С другой стороны, были у нас складские помещения, где хранилось зерно. Складские тоже были бараки такие настроенные, специальные. И в этом же посередине деревни были два дома, как правленческие они. Ну, как В одном, конторы. значит, доме как занималась бухгалтерия, контора, была клуб одновременно, и там у нас хозяйничала одна женщина со своей девочкой, так ведь, Аксинья-то? Ну, как 100. Аксинья. А второе здание было предназначено как детский сад, ясли были даже. В то время ведь это редко бывало такое. Народ был очень дружный, очень дружелюбный, друг другу помогали. Если кто-то что-то строит, обязательно друг другу помогут. Все это. И даже кому-то убрать картошку или чего-то. Поля-то были очень большие, по 50 соток. Огороды-то были. Ну, в основном, конечно, очень много помогали дети. Дети работали на колхозных полях вместе с родителями. Все лето, короче говоря, летние каникулы, кто школьники, все абсолютно занимались работой с родителями. Людмила Михайловна, а почему деревня исчезла? А Такая деревня большая деревня вроде была. исчезла деревня. Очень рано обнаружили здесь нефть. Еще в 50-х годах здесь обнаружили, что есть нефтяные залежи. И вот с этого все началось. Ну, обычно, когда нефть находит, деревня расцветает обычно, как Так, правило. А нам Тут, наоборот, исчезло, да? там сказано было переезжать. Примерно 30% населения переехало в Ижевск жить, а остальные переехали в Гальяны. Это какие годы примерно? 60-е? Это 60-е годы, да. Вот. А нам, детям, некуда было деваться. Школа у нас 7-летка была, нам пришлось куда-то уходить. Тогда колхоз уже не задерживал нас, вот таких уже подростков, которые с 41-го, 42-го года, вот такие. Мы все ушли в город, поступили в училище. Многие, значит, закончили техникумы, институты есть, и все. В том числе я также. Спасибо, Людмила Михайловна. Галина Васильевна, что добавить? Я добавлю только то, что эту деревню я еще застала в полном расцвете сил. Мои родители по мужу, они здесь родились, они здесь жили всю жизнь. И мой свекр, участник Великой Отечественной войны, пришедший с фронта, он был председателем этого тогда, наверное, еще колхоза. И он мне рассказывал, что это было все свое, и яйца, и мясо, и мука, и так далее. Но, тем не менее, пришла вот эта вот пора, когда они вынуждены были уехать. Он уже был в возрасте, работал кузнецом. Тем не менее, они в город не согласились к нам поехать, а купили дом вот именно в Гальянах. И так он ушел из жизни, страдая о своем любимом месте. И при любом случае всегда очень... Даже плакал иногда, как было жаль вот с этого места уходить, расставаться. И у меня остались настолько приятные воспоминания об этой деревне. Она была тихая, ухоженная, красивая. И вот то, что вижу сейчас, саму природу, даже природа не такая стала. Была тут настолько, душа радовалась мне, городской девочке тогда, 20-летней. Я сюда ездила с удовольствием. Вот и сейчас я очень даже рада, что мне пришлось здесь побывать. Спасибо, Галина Васильевна. Валентин Александрович, что добавить? Могу добавить. Я захватил ее, еще молодой, в школе учился. Вместе учились. Сломая Виктор Семенович, вы сказали? Да, Вот. сын Вот я в гости председателя. к нему приходил. И больше я ничего не помню. А так помню всю жизнь, я деревню знаю. Деревня ухоженная, хорошая. Очень Да, хорошая, хорошая, да, чистенькая. деревня хорошая. дружная. А Ну, потом щас. дома-то начали уезжать, и все,
У меньше и всех меньше и была меньше. скотины столько в каждом хозяйстве. У меня Всё, мама выехала отсюда в разъехались. 68 году, самая последняя. Один дом тут стоял, вот вверху там, она у меня тут самая последняя выехала. В 68 году, да, последний уехали? Да, В последний. 67 году вот уехал наш бывший председатель, так будем говорить. И тоже деваться было некуда. Надо было. Спасибо вам большое. Мы приехали на новое место. Красивый ландшафт. Это место бывшей деревни Полухи или Полухи. Полухи. Об этой деревне нам расскажет Людмила Михайловна Ломаева, жительница этой деревни, да? Нет, нет, я не жительница. Только родственники. Краевед. Я, И Валентин Александрович Макаров. я хочу сказать, что Ну, не бывшая, из Макарова. Я Макаром час Гульяна жил. с Полухами я знакома с того, что у меня брат был женат на женщине, взятой из Полух. Он после службы в армии 9 лет служил, на войне был, и вот пришел и женился в 53 году на девушке из Полух. Поэтому в Полухи я приезжала сюда не один раз, потому что и второй брат, младший, тоже женился на Полухинской виде тоже. Они по фамилии были Лагуновы все. Значит, деревня была очень маленькая. Всего, наверное, вот как я помню, в 53 году это человек, домов, может, 15 было от силы. Но деревня была тоже очень ухоженная. В каждом хозяйстве были очень садоводством занимались. Если вот действительно рядышные деревни, которые окружали Полухи, не было садов, а там были всегда смородина, малина, рябина, яблоки, вишня. В общем, все вот эти насаждения были здесь. Очень красивая была деревня. И причем каждая семья держала пчел. У всех были пасеки. Занимались пасеками все абсолютно. Но о скотине я не говорю. Скотина, как всегда, в каждой деревне. Это и коровы, и овцы, и куры, и все было абсолютно. Деревня была, народ был дружный, уж дружнее нет, жили как одной семьей они все. И все-то были сродни друг с другом с какой-то степени. Вот у нас, говорю, обе снохи были, они тоже в какой-то степени были родственники. Так что мы любили эту деревню. И они к нам в гости приходили, и мы к ним с Шутем приходили. Людмила Михайловна, когда примерно деревня исчезла, не помните? А деревня исчезла раньше, чем Шутемы даже. Вот начала исчезать даже раньше, чем Шутемы. Если вот Начало 60-х годов, да? Да, вот как говорю, мои братья женились на этих девочках, и можно сказать, что сразу один брат увез одну мать, второй брат увез вторую мать в город, все вот так уехали семьями. Потом наши родственники там еще жили, Никита Ломаев, это уж нам кровные родственники были. Они переехали в Макарово. Наша Таисия переехала в Макарово. Это Таисия, наша двоюродная сестра, Ломаева, это да, Ломаева, да. Юра сын у ней был. Да. Они переехали в Макарово. И вот несколько семей переехало в Макарово, но в основном-то в город они въехали, вся эта деревня. Вот. Ну, маленькая была деревенька, 15 домов от силы даже было вот так примерно. А Валентин Александрович что помнит об этой деревне? А что помню? Ну, ходили сюда в детстве. Ну, как вот говорили, что яблоневый сад были, по яблоке ходили так. Можно собирать. Ну, что можно еще добавить? Вот правильно переехали, вот где мы Макаром жили, еще Юминову переехали рядом с нами. Лугунов Илья Федотович тоже переехал туда. Потом еще переехали вот там как-то. Наше-то семейство. Ну, уже много, приехали, несколько человек, я точно знаю, что приехали из Полух. Из туда Полух жить. Макарова, да. Да. Если из Шутем в Гальяны переселялись, а из Полух переселялись. Вот вы не скажете, вот почему название интересно такое Полухи? Как? Вроде на удмуртское название не похоже. Нет, не похоже. Не знаю. Полухи. Полухи. Половина ухи получается. Да. Или половина ухи. Полухи. Странное название, да? А речка-то была мелководная здесь, не такая. А сейчас что, крупная, что ли, она? Такая же мелководная? Мелководная, да. Такая же она была. Вот там вот я знаю, что переезд сделали,
ну как за пруду. Да. Да, была вон там повыше. Ну, Ну, бобровые с поля на запруды, поле наверное, переезжать есть. надо было. Бобровые запруды, наверное, есть. И сейчас тоже, да? Да. Бобров сейчас много развелось. Ну, спасибо вам за интересный рассказ. Хорошая деревня. Исследование исчезнувших деревень продолжается в Завьяловском районе. И вот мы заехали в интересное место. Бывшая деревня или починок Ильинский на месте музейно-этнографического комплекса Лударвай. И об этой деревне исчезнувшей или починке нам расскажет Макшакова Алла Алексеевна. Алла Алексеевна, что об этой деревне можете сказать? Около какого дома мы тут стоим? Когда эта деревня возникла? Ну, действительно, место, на котором мы сейчас находимся, это историческое место. Здесь раньше существовал починок Ильинский. И еще по первой переписи населения 1897 года мы знаем о том, что здесь проживало 47 жителей и было 11 дворов. К большому сожалению, в 80-х годах прошлого века здесь практически никто не проживал. В связи с тем, что здесь не было ни магазина, ни школы, поэтому тихонечко люди отсюда уезжали, и эти дома использовали только летом. А зимой здесь практически как никто дачники, не жил. да, Да, конечно. Да, но тем не менее, по рассказам старожилов, что здесь, в общем-то, было очень комфортное условие, несмотря на то, что здесь вот такой спуск есть, да, и когда мне приходилось общаться с бывшими жителями этого починка Ильинского, я задавала вопрос, почему выбрали такое место, казалось бы, да, здесь, наверное, неудобно вверх-вниз ходить. Мне сказали наоборот, что здесь было все удобно, рядом родники, внизу там были ягодные поля, там малинник был, то есть люди выбирали место для того, чтобы здесь еще с точки зрения жить, да, кушать, то есть можно было найти много продуктов. Также здесь был колхоз, где выращивали лошадей, он находился несколько подальше. Поэтому здесь было довольно комфортно, недалеко от города, но вот единственное, не было условий для жизни, поэтому тихонечко отсюда люди уезжали. Название колхоза не помните случайно? Колхоз, к сожалению, сейчас вспомнить не могу, но тем не менее починок назывался Ильинский, первоначальное название. Чуть позже мы знаем по документам, что название менялось. Ильинский, Ильинка, Ильинское было. И, например, если вы знаете, то наш музей первоначально назывался музей Ильинка. До 2003 года, пока в 2003 году не переименовали музей Лударвай. Почему? Ну, я думаю, что здесь политические, национальные, наверное, больше такие условия сыграли, поэтому музей переназвали в Лударвай. И сейчас вот мы находимся на территории этого бывшего починка Ильинского, и позади нас здесь располагается дом Щепина Виктора Аркадьевича. Этот дом построен примерно в 50-х годах, плюс-минус. Дом ниоткуда не был перевезен, он здесь на месте и был построен. Дом, в общем-то, очень хороший. Мы знаем, что семья занималась пчеловодством, причем женщина занималась пчеловодством, и когда нам достался этот дом, ну, то есть мы его выкупили. Он был в хорошем состоянии, мы его выкупили, и сейчас здесь располагается экспозиция по русскому сектору, потому что починок Ильинский изначально это был русский починок, и здесь проживали русские. Также мы знаем о том, что 2 человека в этом починке были работниками оружейного завода, Ижевского оружейного завода, то есть работали на оружейный завод, и еще мы располагаем данными о том, что здесь занимались заготовкой ложевых болванок для прикладов, для оружия, и потом отвозили на оружейный завод. Вот какие интересные данные. Ну и да, вот продолжая про этот дом, когда мы его начали разбирать, мы обнаружили в доме на чердаке очень много рамок, нам достался медогонка, то есть вот все это говорит о том, что здесь была когда-то и пасека, и люди занимались медом. Чуть выше у нас дом, который называется и сейчас изба-читальня. Мы это намеренно сделали. А на самом деле в этом доме у нас проживали первые, наверное, наши сотрудники, первые сторожа. То есть это как раз бывшие же жители. Когда землю передали под музей, они стали теперь нашими сотрудниками. И дом тоже в
хорошем состоянии. Мы решили, что мы его не будем уничтожать и ломать. И из этого дома мы сделали избу-читальню, где сейчас мы проводим различные мастер-классы, с детишками играем. Дом этот отапливаемый, и там довольно тепло. И еще остался чуть ниже один дом, который, ну, сейчас в таком несколько подвешенном состоянии находится. Почему? Потому что единственный дом, на который сохранились у людей документы, и мы сейчас ничего не можем с ним сделать, не как бы, ну... Права имеет. Да. И тем не менее, ту сумму, которую люди хотят за этот дом получить, мы не вправе выделить такую сумму денег просто почему-то, потому что мы государственное учреждение, и мы действуем в рамках, скажем так, законодательства, и у нас есть оценочная компания, которая нам определила, что вот этот дом стоит столько-то, и мы можем за него дать столько-то. Ну, хотя они там не живут, но да. прописаны. Нет, не прописаны, не но документы прописаны. есть, Ну, да. документы Да, есть. и поэтому мы даже подойти-то к нему особо не можем, потому что не дай бог. И с точки зрения даже вот безопасности посетителей наших, что могут зайти, не дай бог, там крыша упадет. Ну, такая нехорошая ситуация на самом деле. Хотя мы бы могли давно выкупить этот дом и превратить его в хороший дом, в котором бы могли жить. Но вот так, к сожалению, случилось. Значит, осталось всего 3 дома, да? Сейчас, настоящих? да, сейчас Это осталось 3 дома. Грузинских. Да, 3 дома. Было гораздо, конечно, здесь больше домов. Но вот эти дома, они самые крепкие, которые сохранились. И мы сейчас их используем. Похоже, и там тоже Да, стояли дома, да, здесь улица были, была. да, с двух сторон были дома, такая улица была хорошая, вот она шла вниз и дальше до родников уходила. Причем очень интересно, что родники, которые у нас есть 2 родника сейчас на территории, и когда мне приходилось тоже общаться с бывшими жителями, они подсказали, что родники имели название по фамилии хозяев. Например, один назывался Кунгурцевский, другой Мерзляковский, то есть по хозяевам. И каждая семья, каждый хозяин за своим родником ухаживал. Сейчас их 2, но опять же, вот старики рассказывают о том, что родников этих гораздо было здесь больше. И у каждой семьи был свой родник.